В молоке, которое производится в Кыргызстане, выявлены антибиотики. Ветеринарная инспекция просит фермеров выжидать определенный период времени после введения антибиотика коровам и получения молока для продажи. Первым тревогу забил гражданин Нурбек Джергалбаев, который сам решил проверить качество молока и обнаружил превышение допустимых норм. Так как он проверял молоко без соответствующих сертификатов, то и результаты не могли быть приняты официально, поэтому он обратился в Госветинспекцию, чтобы она провела исследование на содержание в молоке антибиотиков. Госветинспекция в итоге подтвердила опасения Джергалбаева. Из взятых 90 проб положительный результат дали 17. Инспектор ветеринарного надзора Мира Искембаева 5 января рассказала подробности исследования. Всего было взято 90 проб по Бишкеку в 7 точках, около 20 проб в Таласской области, 70 проб в Чуйской области. Всего было проведено 360 исследований на наличие 4 видов антибиотика – левомицетин, тетрациклин, пенициллин и стриптомицин. Было выявлено 17 положительных проб, 2 пробы в Бишкеке, 2 в Таласской области, 13 проб в Чуйской области, из них 6 проб в Высокотинском районе, сказал инспектор. Она пояснила, что в Высокотинском районе очень много мини-цехов по переработке молока. По выявленным фактам были проведены разъяснительные работы. Отбор проб велся у сборщиков молока. У сборщика молока есть подворный список с указанием адресов владельцев животных. Им указали следовать инструкциям по применению молока после антибиотиков. Была проведена разъяснительная работа среди ветеринарных аптек, чтобы они отпускали антибиотики частным врачам, которые зарегистрированы в ветеринарной палате, добавила она. После вакцинации животных, согласно инструкции, необходимо выждать определенное время, и только потом молоко пригодно к использованию. Антибиотики широко применяются в животноводстве, чтобы снизить размножение патогенных микроорганизмов. При чрезмерном их использовании антибиотики через молоко и мясо попадают в организм человека.